Вы смотрите информационную программу «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. На реке Лена активный ледоход продолжается. На территории Алекминского района подтапливаются земельные участки. С больницы на Скорой в соцсети вирусную популярность приобрел ролик жительницы Якутска о ситуации. В Якутске установили сваю нового здания для школы номер 17. Подробнее об объекте. Отечественная нейросеть GigaChat освоила якутский язык. Теперь пользователи могут общаться с искусственным интеллектом на родном языке. Начались активные работы в пригородных крестьянских хозяйствах города о ходе посевных работ. На реке Лена активный ледоход продолжается на территории Алекминского района. На отдельных участках наблюдается густой ледоход и навалы льда. В районе села Сыняхтах уровень воды составляет 1267 сантиметров, при критических 1250. В связи с повышением уровня воды подтапливаются земельные участки на улице Набережная, всего 14 дворов. Подтапливание жилых домов на данный момент не допущено. В целях обеспечения безопасности населения в селе Сыняхтах организована заблаговременная эвакуация жителей с подтопляемых участков. Развернуто 3 пункта временного размещения. Вчера на территории республики дополнительно в целях оказания помощи и заблаговременному реагированию прибыла группировка из города Хабаровска, 20 человек. И на сегодняшний день в 2 муниципальных образованиях в Хангаласском районе и в Намском районе развернуты 3 группы спасателей для оказания помощи населению и работе с муниципальными образованиями и мониторингу гидрологической обстановки. Также на боевом дежурстве в городе Якутске находится 2-е воздушное судно МЧС России, Хабаровского авиационно-спасательного центра, которое будет реагировать на случай необходимости по оказанию помощи и проведению на заторопасных участках работ. По реке Алдан активная фаза проходит на территориях 3 районов – Алданского, Усть-Майского и Тампонского. Нижняя кромка наблюдается на территории Тампонского района в 60 километрах от населенного пункта Крес-Алджай. До Устья остается 315 километров. В ближайшие сутки достигнет Усть-Алданского района. По реке Вилюй активная фаза проходит по территории Верхневилюйского и Вилюйского районов. Уровни ниже критических подтопления не прогнозируется. Правительственная делегация республики во время рабочего визита в Ленский район посетила микрорайон Северный, строящееся здание школы искусств, дом, возводимый для работников бюджетной сферы, и ознакомилась с работой предприятия «Новоленская ТЭС». В завершении поездки вылетела в поселок Пеледуй. Подробности узнаем у наших коллег. В рамках рабочей командировки правительственная группа осмотрела объекты микрорайона Северный. После в районной администрации состоялось совещание по данному вопросу. Напомним, отопительный сезон в этом году в микрорайоне проходил очень сложно. Во время осмотра у правительства возникло множество замечаний и по внутридомовому хозяйству, и по инженерной инфраструктуре в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день уже определены часть источников финансирования в рамках ремонтной программы теплоэнергосервиса, где в приоритете будут определены проблемные участки, ну и дополнительно будет финансирование с районного и городского бюджета для того, чтобы привести в нормальное техническое состояние сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Внутридомовыми системами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения займется уже управляющая компания. Также правительственная группа посетила строящееся здание школы искусств. Его строительство из-за недобросовестных подрядчиков не может закончиться уже несколько лет. Сегодня мы видим, что на объекте работа ведется. Но нас не устраивают те темпы и то количество работников. Сегодня мы заказчику и подрядной организации порекомендовали, чтобы увеличение рабочего состава было. Ну и, конечно, ускорение рабочего процесса. Далее первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников с коллегами осмотрел 37-квартирный дом, который возводится сегодня для работников бюджетной сферы. Подрядной организации умерить пыл строительства, учитывая финансирование, скудность финансирования. Я хочу сказать, что вот тот позыв, то решение улусной администрации строить себе
жилье для специалистов, которые прибывают в район, это очень здорово. Не каждый район себе такое позволяет. После делегация посетила строительную площадку предприятия «Новоленская ТЭС». Рядом расположены здания водоподготовки, химического цеха, ремонтный корпус. Предварительная стоимость по постановлению правительства была 257 миллиардов рублей. Пока в этих параметрах мы сохраняемся, но ситуация меняется. Видим, что стройка идет полным ходом. И здесь мы видим и вопросы правительства республики, они отсутствуют. По мере возможности готовы поддержать. В завершении группа совместно с главой района вылетела в поселок Передуй. Там были осмотрены домовладения, попавшие в зону подтопления. И состоялась беседа с пострадавшими. Я как бы и не прошу, чтобы тут что-то делали. Мне просто надо отсыпать ограду. Потому что дети маленькие, видели же, карьер полностью вымыло, к дому уже подходит. Вот это страшно. У меня и с этой стороны обвалилось по самый дом. Ну, пойдем посмотрим. Подтопленными оказались 20 домов, пострадали 47 передуйцев. Вода в домах стояла в районе 10 часов. Низменные участки остаются до сих пор подтопленными. Сегодня глава поселка занимается бригадами по откачке воды. Ну и проводит, создал комиссию, и комиссия работает по составлению акта по подверженным домам. Мы прилетели, воочию убедились, встретились с жильцами, поговорили. Ну и, конечно, будем помогать. Всем пострадавшим будет оказана помощь как из республиканских, так и районных средств. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутии провели 518 патрулирований для профилактики лесных пожаров. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах составлено 26 протоколов. С 8 мая стартовал пожароопасный сезон. Среди населения проведено 3476 инструктажей по правилам пожарной безопасности и распространено памяток листовок. Кроме того, подготовлено 365 выступлений и публикаций в средствах массовой информации. Министерство экологии Якутии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры предосторожности в пожароопасный сезон, воздерживаться от разведения костров в лесах и незамедлительно сообщать о любых признаках возгорания. В микрорайоне Звездный города Якутска работает самая крупная котельная в республике. Введение этого объекта стало частью программы модернизации коммунальной инфраструктуры региона на период с 25 по 30 годов. На месте работала наша коллега Диана Антонова. Данная котельная работает еще с 2024 года и имеет 8 водонагревательных котлов. Их мощность составляет внушительные 112 мегаватт. На данный момент тепло от нового объекта получает 17 домов, спортивная школа и еще одна строящаяся школа. С развитием Звездного будут отапливаться новые многоквартирные дома и социальные объекты. Также планируется подключение столичного микрорайона Ильинка. В завершении всех работ котельная будет работать на полной мощности. Объект отнесен к первой категории надежности, полностью автоматизирован, оснащен резервными источниками питания и стабильно работает в наших суровых климатических условиях. Реализация данного проекта закладывает основу для долгосрочного устойчивого теплоснабжения микрорайона и последующих этапов его застройки. Объект введен в работу по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сегодня модернизация ЖКХ – один из ключевых приоритетов развития в России. По оборудованию и по мощностным характеристикам у нас запас более чем достаточно. Перспектива застройки очень большая. Вся запроектированная мощность этой котельной в принципе в последующем будет реализована. В рамках национальных целей до 2030 года поставлена задача улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов человек. Жители микрорайона уже делятся положительным опытом. На наших глазах строилась котельная. Отопительный сезон прошел практически, уже было очень тепло дома, микрорайон развивается, и в наших домах тепло и уютно. Спасибо большое. Благодаря национальным проектам с каждым годом качество коммунальных услуг растет не только в Якутске, но и во всех улусах и районах республики, включая арктические. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск.
Из бульдозеристов, маркшейдеры и не только. В дочерней компании «Алроса» «Алмаза Анабара» сотрудники получают возможность не просто работать, а строить карьеру и осваивать новые профессии без отзыва от производства. Как программа «Путевка в жизнь 2.0» помогает менять судьбы людей и формировать кадровый резерв для всей республики, узнаем далее. Получить новую профессию, повысить квалификацию и выйти на новый уровень в карьере. Такие возможности сегодня открывает программа «Путевка в жизнь 2.0» в дочерней компании «Алроса» «Алмаза Анабара». Проект по переподготовке специалистов в сфере горнодобывающей и геологической промышленности успешно реализуется с 2022 года. Один из участников программы – Сергей Герасимов из Нюрбинского района. В компании он начинал машинистом промывочных машин в отделе обогащения. Затем 3 сезона работал сепараторщиком. После этого решил подать заявку на обучение по программе «Путевка в жизнь 2.0». Отучился в Мирнинском филиале СВФУ на обогатителя, на обогащение полезных ископаемых. Отучился 8 месяцев. И сразу после получения диплома взяли мастером. Ответственности больше, но есть, самое главное, есть возможность для роста, для карьерного и личностного. За время реализации программы обучения прошли уже более 60 сотрудников предприятия. Сейчас еще 16 осваивают новые специальности – горного инженера, механика, дорожного мастера, энергетика, обогатителя и маркшейдера. Программа помогает готовить востребованных специалистов для предприятий республики, решает вопрос нехватки инженерно-технических кадров и дает возможность получать образование без отрыва от работы. Для жителей Якутии это шанс построить карьеру в одной из ключевых отраслей региона. Я работаю геологом, получается, здесь у меня здесь первый заезд. До этого я работал в «Алроса» на рудниках, удачный, интернациональный. Но там у нас специфика работы немного другая была, так как там непосредственно рудник, а тут у нас россыпи. Для меня это, можно сказать, новый опыт. Условия работы, конечно, здесь отличные. На данный момент мы находимся на участке «Очес». Сейчас ведется вскрышные работы. Сегодня «Путевка в жизнь 2.0» – это не только возможность профессионального и карьерного роста для сотрудников «Алмазов Анабара», но и один из ключевых вкладов «Алроса» в развитие промышленности Якутии. Проект помогает формировать сильный кадровый резерв республики, открывает новые перспективы для специалистов и укрепляет промышленный потенциал региона. На этой неделе в нашу редакцию поступило обращение от дачников, чьи участки располагаются на Вилюйском тракте. Напомним, проблем накопилось немало. Помимо плохой дороги, автобуса, который ездит не по графику, и обмелевшего озера, есть еще одна – астрономические счета за электроэнергию. Для решения последней сегодня в окружной администрации Якутска было собрано совещание с участием нескольких сторон. Дачники ждут ответа от ресурсоснабжающих организаций. После полуторачасовых дебатов и прений предварительный итог – решение встретиться на площадке Якутскэнерго для выяснения, как именно начисляется оплата, что должно входить в квитанцию и, самое главное, кто остается поставщиком услуг. Конечно, хорошо, что это все, скажем, состоялось. Сейчас будем ждать протокол. Конечно, по электрификации у нас очень много проблем. Мне кажется, что нужно все-таки принимать определенные протокольные решения для того, чтобы обсуждался этот вопрос. И на следующий раз, где-то, наверное, в конце той недели я попрошу протокол о решении и назначении даты о встрече следующей с Якутэнерго. С больницы на скорой в соцсети вирусную популярность приобрел ролик, на котором жительница Якутска сообщает начальнику о невозможности выхода на работу. Все бы ничего, но запись была сделана прямо из машины скорой помощи, а причиной внепланового выходного стала авария. В ситуации разбиралась Сарглана Неустроева. Я в скорой, меня машина сбила, я не могу сегодня выйти. У меня
Именно после этой публикации Светлана Хомутаева проснулась знаменитой. История ответственной уборщицы привлекла внимание большого количества пользователей сети. Еще бы, на ее месте мог оказаться кто угодно. Все произошло 20 марта. Светлана вышла с матерью из больницы, посадила ее в такси и уже хотела было сесть сама. Я маму сажу в такси, сама не успела даже ничего понять, и удар. Сбивает машина, меня зажимает, которая рядом еще машина стоит. Я вот упала, попыталась подняться, не смогла. Потом вот скорая, и все. Как итог, компрессионный перелом, длительное лечение и реабилитация. И все это на зарплату уборщицы. Впрочем, та самая публикация помогла. О сложной жизненной ситуации Светланы узнали сотни неравнодушных. Сейчас ей помогают волонтеры, соседи и даже сам предприниматель, на которого женщина работала. Но страх неизвестности остался. Самое страшное, самое больное то, что... Получается, я же совмещала работу и ухаживала за слепой и плюс онкологически больной мамой, которой сегодня не стало. И в данное время я прошу помощи, чтобы растормошили следствие, чтобы были выписки врачей, судмедэкспертизы и первые выплаты по ОСАГО, страховому полису виновника. По словам Светланы, следствие по ее делу будто и не ведется, а ситуация спускается на тормозах. Это, как оказалось, не так. По окончании амбулаторного лечения назначается судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам экспертизы будет назначена окончательная оценка действиям виновного лица и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виновный водитель не скрывается и находится на связи. Беспокойство Светланы понять можно, ведь она внезапно стала абсолютно беспомощной, одна против всех невзгод. Но ее ситуация – еще одно доказательство того, насколько сплоченными могут быть якутяне перед лицом чужой беды. Сарглана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Несколько месяцев назад приемное отделение Нерюнгринской больницы отметило новоселье. Сейчас это просторное, комфортное помещение с современным ремонтом и новым оснащением всех кабинетов. Наш следующий материал погружает в атмосферу круглосуточного ритма приемного отделения. Приемное отделение Центральной районной больницы – это место, где круглосуточно кипит работа. Это место, где решается судьба пациента еще до того, как он попадет в палату. Именно сюда поступают люди, нуждающиеся в медицинской помощи. Главная задача сотрудников – быстрая диагностика и направление больных в нужное отделение для дальнейшего лечения. Здесь очень много комнат, это помещение для специалистов. Есть у нас кабинет акушер-гинеколога, кабинет лор-врача, кабинет хирурга, кабинет терапевта. То есть одновременно мы можем несколькими потоками принимать всех пациентов разного профиля. За один день через приемное отделение проходит не менее 50 пациентов. Их количество может меняться в зависимости от праздничных дней и климатических условий. В обязанности работников входит не просто оформление документов, но и первичная, так называемая сортировка. Мы принимаем различных пациентов, как плановых, так и экстренных, оказываем им всю помощь медицинскую, также оформляем их в отделение. Экстренность у нас идет, мы должны незамедлительно оказать эту помощь и пригласить всех необходимых врачей, чтобы пациент у нас тоже здесь долго не задерживался. И если необходимо, мы его сразу оформляем в отделение. В коридоре, ожидая своей очереди, сидят люди разных возрастов. Кто-то пришел сам с жалобами на боли, у кого-то бытовая травма. У каждого своя история и надежда на исцеление. Работники приемного отделения работают в тесном контакте со всеми подразделениями больницы. Здесь нет места паники, только четкие алгоритмы действий и профессионализм. Моя работа заключается в оказании первой неотложной медицинской помощи. Оказываю помощь и в случае необходимости госпитализирую пациента в приемное отделение. В приемном отделении не только оказывают первую помощь. Это место, где сочетаются новейшие технологии, самоотверженный труд врачей и медсестер, где каждый сотрудник вносит бесценный вклад в спасение жизней. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри.
Центр занятости в Якутске активно ведет работу по заявкам от несовершеннолетних для трудоустройства. Все подростки от 14 до 18 лет могут устроиться на работу не на полный рабочий график в различные сферы деятельности. Например, школьники могут работать курьерами, помощниками делопроизводителя или в благоустройстве, озеленении территории, также ухаживать за овощными культурами, растениями, помогать сельхозкооперативам. За работу получают зарплату и дополнительно выплату от Центра занятости. Официально оформляется трудовая книжка, куда записывается стаж работы. Отечественная нейросеть GigaChat освоила якутский язык. Теперь пользователи могут общаться с искусственным интеллектом на родном языке, задавать вопросы, переводить тексты и получать необходимую информацию. Специалисты называют это важным шагом в развитии якутского языка в цифровой среде. Технология открывает новые возможности для образования, медиа и повседневного общения. Над проектом работали разработчики лаборатории искусственного интеллекта и представители культурного образовательного сообщества республики. Ожидается, что цифровые сервисы на якутском языке будут и дальше расширяться. Самый большой столб работы именно приходится на подготовку данных, то есть, по сути, подготовку текстов. И как раз-таки вот в части с ним было тяжелее всего, потому что в каком-то виде открытых, собранных именно якутских текстов, и, что особенно важно, именно очищенных, их вообще практически не было. Поэтому в этой части мы работали вместе с газетными редакциями, вместе с Северо-Восточным федеральным университетом, чтобы они поделились с нами данными. В Якутске установили сваю нового здания для школы номер 17. Новое трехэтажное здание на 275 мест станет современным образовательным пространством для учеников. О том, что будет в новом пристрое, в сюжете Тимура Калмогорова. Школа номер 17 является одной из старейших в Якутии, открывшая свои двери для учеников еще в 1920 году. Время шло, город вырос, увеличилось количество жителей, а вместе с тем и число учеников. Уже на сегодняшний день в школе учится порядка 1500 детей при общей вместимости в 500 человек. Мы к этому шли, наверное, где-то с 2012 года. Как только нам дали пристрой к школе, оранжевый слон, где обучается сейчас среднее звено, старшее среднее звено там, с 8 по 10 класс. С того времени у нас каждым годом натиск детей все больше и больше, поступление в первые классы. Дополнительный пристрой здорово разгрузит нагрузку школы, во-первых. Ну и, соответственно, детям больше пространства, больше развития. В новом здании общей площадью почти 4000 квадратных метров будут обустроены новые учебные кабинеты и лаборантские, а также актовый зал, библиотека и столовая. По завершению строительства появится 275 новых учебных мест. Проект современной школы, я могу так сказать, очень красивый, дизайнерское решение. Сейчас начнется фундаменты, установка свай, потом монтаж каркаса здания, монолитного каркаса, потом уже ограждающие конструкции, стены, окна, двери и отделочная работа. Она будет соединена теплой галереей с этим существующим зданием. Установка первой золотой сваи – это долгожданный и волнительный момент для всех. Ведь с ее установкой начнется новая страница истории школы номер 17. Сам объект строится по федеральному проекту «Все лучшее детям» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Всего к 2030 году по мастер-плану города Якутска, в том числе и по нацпроекту, запланировано строительство 12 школ и 15 детских садов. Обучение проходит 2 смены. И, конечно, учебных кабинетов уже в основном корпусе, конечно, не хватает. И надеемся, что возведение нового здания улучшит условия получения качественных знаний наших детей. Всего с 2020 года в Якутии уже введены 62 школы и 35 детских садов. Капитально отремонтированы более 100 образовательных объектов. Более 14 тысяч детей получили возможность обучаться в современных и комфортных условиях, и ученики 17-й школы не исключение. Планируемая дата сдачи объекта – осень-зима 2027 года. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск.
15 мая на сцене Дома дружбы народов в Якутске оживет Олонхо в исполнении юных артистов. Учащиеся 3 класса Саха-гимназии, воспитанники творческого кружка выступят с Олонхо о якутском богатыре Көмюс Көгүлен. Постановкой занималась Екатерина Толбонова, руководитель студии «Мир Олонхо». Также автор произведения Валентин Исаков, артист и Олонхосуд, сам примет участие в спектакле. В его авторстве вышли 3 Олонхо для детей. Одно из них в книжном издании. Произведение в виде спектакля представлено публике впервые. История расскажет детям о якутском эпосе в увлекательных сценках и красочных танцах. Наша гимназия под руководством Валентины Васильевны Сафронеевой нацелена, чтобы наши дети знали свою культуру с малых лет, владели в совершенстве родным языком. Этот спектакль, во-первых, был очень интересен самим детям. И так как мы уже были знакомы, что такое Олонхо, какие роли, какие герои, поэтому они с воодушевлением согласились, можно сказать, да, согласились и с помощью поддержки родителей попробовать себя в новой роли, в новой стези. От работы якутских агрономов зависит, что появится на наших столах осенью и зимой. Сейчас работа начинается во многих пригородных крестьянских хозяйствах города. В поле поехала и моя коллега Надежда Саханская. Она и расскажет о ходе посевных работ. Несмотря на непростые погодные условия Якутии, здесь умеют получать стабильный урожай. И в этом году полевые идут полным ходом. Первые огородные работы в этом крестьянском хозяйстве начались еще более 20 лет назад. За это время многому научились. Более, наверное, 15 лет как занимаемся цветами. У нас постоянные клиенты, для озеленения города. У нас как бы все налажено. А вот по поводу овощей, какая-то экзотика может планируется? Еще же у вас бывают там арбузы, дыни. Или это не такая уж экзотика? Это уже, наверное, не экзотика. Якутский арбуз это уже как бренд стал. Да, конечно, это уже как бы неотъемлемая часть якутские арбузы нашего хозяйства, как и кукуруза, дыни, клубнику, да, уже 6 лет подряд мы выращиваем. К вопросу о том, как содержать такое большое помещение в тепле, ответ приходит незамедлительно. Уголь – ценный ресурс для нашего региона. Вот такие печки находятся в теплицах, работают они по принципу тепловой пушки. Агрегат эффективный, но уж очень прожорливый. За сезон, чтобы отопить примерно 2 таких теплицы, уходит по 50 тонн угля. На территории в 70 гектаров раскинулись поля и теплицы. Старт сезона начинается еще в марте. Выращивают рассаду как овощей, так и цветов. После того, как установится теплая погода, растения переезжают в открытый грунт. Применяются здесь как традиционные, так и современные технологии. Помимо мульчирования почвы, для того, чтобы сохранить в ней влагу и тепло, в ход идут еще и органические удобрения, в том числе компост. Но, по-моему, перекрывает все это капельная система полива, которая располагается там, на полях, где растет картофель, капуста и прочие овощные культуры. Мы эту систему полива первый раз привезли в начале 2000-х годов. С тех пор мы всегда эксплуатируем только этот полив и всем рекомендуем и рекламируем, что это очень, скажем так, эффективный метод, да, полива. Традиционный метод, значит, очень много воды уходит куда-то на сторону, а капельный полив позволяет именно адресно доставлять корням растения необходимую влагу. Безусловно, работать в суровых северных условиях непросто, но интересно. У такой работы есть результат и самое живое доказательство того, что и на севере можно выращивать отличные овощи и красивые цветы. Более 20 лет опыта, любовь к земле, упорный труд – вот рецепт успеха в непростых северных условиях. И судя по тому, как энергично идут работы в этом году, горожан ждет еще один богатый урожай. Надежда Саханская, Виктор Дичковский, Якутск. Такими были новости к этому часу, но я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.